Ütü gününün Turciyага kiriş behölükten Denizli город тәһәгәр бар Памукалега автобуснан баран бит. 5 час курдук айны бит. Автобустан тагыстыр. Кафе Мол. Ну и если надо. Так, можно еще раз? Да. Мы завтра Ой, если ебаный. ничего не взяли, можете купить какую-то выпечку. Вот здесь есть. Ассерда этергиттен сухой ас улан сухой паёк ев курдук. Албу полакана антуган сиген. Ул батак полакана антана тылахын концепт. Аяннан хеммет кафега ахан тагыстыбыт. Онна автобуска гит Турция туханан кепсир. Канды комуктар урут олора хаджыбыттерин, онна промышленность кайдак ледирин. Плюс-минус 5-6% в Турции сегодня живут инаковерующих. Где живут? Эгейское побережье, Турция, ну, если даже на карту посмотреть географическую, близко-близко очень много греческих островов. То есть после Первой мировой, когда был обмен населением, многие греки просто отказались уезжать отсюда. Они остались, они обжили эту землю, они пустили там корни. Естественно, по вероисповеданию они не мусульмане. Допустим, приграничные районы Джорджия, Армения, то есть там тоже живут христиане, точно так же, как и в Каппадокии, точно так же, как и в... ну ладно, об этом попозже. Перехожу к нашей сегодняшней программе с целью какой? Ну, во-первых, прямо сейчас мы с вами находимся уже на территории Эгейского региона Турции. Смотрите направо-налево. Вот это все хлопок. Чередуется, как я и говорила, он с оливковыми деревьями. Урожай хлопка, как и везде, здесь тоже собирают в октябре месяце. Как я и говорила, все фабрики по производству оливкового масла. Кстати, Турция экспортирует оливковое масло даже в Испанию, даже в Грецию. Если вдруг вы здесь покупаете оливковое масло или вообще в принципе где-либо покупаете, значит, сразу скажу, в идеале покупать в пластике, он легкий, да? Но, тем не менее, когда приехали сорты винограда, из которых изготавливают вино. Если говорить о Турции сегодняшней, кстати, одна из наших программных остановок, но это уже будет после Памукале, перед нашим обедом, это дегустация вин. Смотрите, такой парадокс, когда людям говорят, что в Турции делают вино, есть анатолийские вина, смотрят вот такими глазами, говорят: Оксана, а как такое может быть? Здесь же ислам. Да, в исламе есть определенное противоречие, но культуру виноделия, вот это все табак, беленькие цветочки, если заметили, слева проезжаем, вот это табачная плантация. Но, естественно, культуру виноделия сюда еще в III веке до нашей эры принесли древние греки, равно как и культуру строительства театров. Театров я вам сегодня покажу. В городе Хиераполисе огромный, 10 тысяч посадочных мест, плюс-минус, мы считаем, плюс-минус 1 тысяча туда-сюда, потому что точно не знает никто. Так вот, театры греки строили не как театры. Вот сейчас мы идем в театр, что-то посмотреть. Чего дают? Арию Ленского. Пошли или не пошли? Но в древности самые первые театры греки строили как храмы. Храмы в честь кого? В честь Диониса. Дионис – бог чего? Виноделия. То есть внутри каждого первого греческого театра в обязательном порядке был жертвенник. То есть Дионису приносили жертвы вином. Именно поэтому сегодня в наших сегодняшних театрах всегда есть что? Буфеты. Да, то есть вот именно из которых производили вина. Помните эту тему? Помните. И, естественно, точно так же было так. Но определенные регионы эту культуру сохранили. Допустим, если вы когда-нибудь поедете в Каппадокию, не вздумайте вообще оттуда вернуться без бутылки турасана. Турасан – это каппадокийская тема, это их виноград, который растет на железняковой почве, а в принципе Алая река, Кызылырмак, если слышали о ней, это каппадокийская тема, то есть там вообще все по-другому. Если поедете в Эгейский регион, допустим, город Измир, Измир – это
точка полуострова, он обдувается всеми ветрами, и, в принципе, рядом с Измиром есть деревня, о которой знает сегодня весь мир. Может быть, вы тоже знаете о ней, она называется Ширинджа. Может, и не слышали, напомню, в каком году нам майя пророчили конец света? 12-й? 13-й? Плюс-минус, да? Помните? Спички мы все покупали, мы все жутко готовились к смерти, умрем. Так вот, информация была следующей. Единственное место, где не наступит конец света, это село Ширинджа. Значит, в это село приехал Брэд Питт с Анджелиной Джоли, куча других знаменитостей, ну, все хотели спасти же жизни себе. И продавцы сувениров и вина Ширинджи в тот год сделали выторг, наверное, на 10 лет вперед. И вот после этого Ширинджи стал таким популярным. То есть даже вот сейчас, когда я выезжаю в туры анатолийские, в программе многих компаний обязательно стоит Ширинджи. И они прям позиционируют там, где не случилось пророчество майя. Так вот, в Ширинджи их специализация – это фруктовые вина. Равно точно так же было в свое время в Хиераполисе. Почему, естественно, сейчас Эгейского региона, но здесь она когда-то была, сейчас она поменяла свое русло. Долина называлась Мендрос, либо же Мендерос. Что такое Мендерос? Свастику помните? Знак свастики немецкой. Откуда произошло, знаете? И точно так же логотип. Какой торговый бренд? Versace. Логоственная греческая постройка, которая осталась. Гимназиум произошло от слова гимнастика. То есть это были такие палестры, площадки, на которых... То есть если вы не хотите идти в бассейн, если вы говорите 13 евро, 14 долларов, для меня дорого, лучше примите душ. Это будет лучше, и это будет безопаснее. Значит, травертины что? Боже упаси, мазать себя известью. Ну, во-первых, вы сожжете полностью себя. То есть вы увидите людей, которые там мажут себя, они... Султанит тас маннор бара витатыга. Ану каравит. Тастартан, канык тастартан келкелдерин оролдорун карагырдыбыт. Билетики возьмите, пожалуйста. Поближе встаньте, пожалуйста. Детей пропускаем вперед. Есть? Нет? Вы тоже можете встать. Вы, девушка, идете. Да. Вы там остались. Видно оттуда? Есть, супер. Здравствуйте. Есть еще ваши там, которые идут? Нету, да? Я Мелисса. Как отдыхаете, как настроение? Сертификат предоставляю. Теперь чуть-чуть поближе ко мне встаньте. Я вам как пример покажу один из них примеры. Это в теплых освещениях. И в холодных освещениях он уже в зеленом. Келлибит кому коллега. Автобустан төһөммит омуталыга келлибит. Билигин манна котка баран Ода олтура бар. О гиппит мынде гиппитин батырайты. Похоже на капель. Кафелер элбак багайлар бу. Таңас лепкеһе доктор балалар. Сүлпен калыстыр. Солнцезащитные очки. Магниткалар балалар бит.
входом в класс. Быһылык еддибит. Бииппит. Быһылыкилерде бу кассага туспа тылан керерден. Кирдебит подойна. Кирранан кирдебит. Билим болланы помукады бер-бер. Вот он. Теперь посмотрите направо. Вот это центральная улица города когда-то была. Проспект Фронтиниуса она называлась. Современная улица плюс-минус идет по этому же месту. Идем по улице до зеленого оазиса. Киренеребит. Мукалига. Бugün коридор var. Тротуар. Солуна мараневит. Урут былыр манна Египет сиребит. Турция. Уруккута ол урукку застройкалары ол туралар. Туралар. Мында келеннер. Памукалия утуга дорогияларын тупсаралар. Onun innesi amfiteyatr var hicce. Onun konser kararları da onu amfiteyatr sokak bit. Kırık bit. Yüzüye iyi eğrivetin yine. Onu oldu bit. Onların sağlığı bitti. Памукалине. Находимся в самом центре. Во-первых, в центре что было обычно у древних людей? Место сборищ. Нимфеум, Фонтанная площадь, осторожно, находилась прямо перед вами, но после 324-го из Нимфеума сделали христианский храм. Вот он, прямо наполовину в земле. Видите? Культурный слой, то, о чем я говорила. За ним находится театр. Причем, прошу запомнить, это именно театр. Не амфи, а именно театр. Амфи это что? Вспомните, как выглядит Колизей. Да, Полукруг и круг. Да, вот это амфи. А то, что половина Колизея, это театры. Скажу больше, римские, греческие, неважно. В Турции нет ни одного амфитеатра. Везде только театры вы можете видеть. Значит, слева от театра и выше от театра видите фрагменты какой-то постройки? Да. Это есть то место, где в 80-е годы 1 века убили за проповедничество христианских идей двух проповедников, Филиппа и Варфоломея. Но в момент, когда их распяли, начинается землетрясение, язычники в шоке, они начинают снимать тела, но Филипп умирает, почему? Его распяли вниз головой, как Петра. А Варфоломея, классика жанра, обычным способом, он выжил. И он еще потом до конца своих дней проповедовал на территории Анатолии. Красавчик. Аид, бог царства мертвых. Рядом с ним находится пес Цербер. И вот это есть то место, где был оракул, где давали предсказания. А слева от оракула
фрагменты постройки. Это храм Аполлона. Аполлон брат-близнец Артемиды, дети богини Лета. По версии древнегреческой мифологии, Лето рожает детей на острове Даллас, который поднимается из пучины земли, и скрывать она их обязана в Анатолии. Почему? Потому что Летом внебрачная жена Зевса. Потому что у Зевса есть оригинальная жена Гера, которая косит всех насмерть. Сегодня находится археологический музей города. Этот, в частности, археологический музей поддержал тему нескольких музеев этой страны, по поводу чего они сняли плату за вход на этот год, только на этот сезон. То есть обычно вход был всегда платным. Сейчас он бесплатный, поэтому, если хотите, вы можете его посетить. Что есть на территории? Огромное количество красивых работ, связанных с мрамором. Огромное количество из обожженной глины, огромных амфор. Вон они прям видны. В этих амфорах хранили, либо же перевозили сыпучие масла и т.д. и т.п. Значит, теперь, ребят, минуту. Те, кто захочет, возможно, такие будут, вернуться на парковку через театр. Театр видите где, да? То есть только одна дорога подъем и только одна дорога спуск. Вот так, если вы пойдете, вы в каком-то моменте или вынуждены будете идти прям совсем вертикально, это не особо комфортно. Поэтому обычно дорогу для поднятия в театр мы обозначаем с левой стороны. Смотрите, мимо Аида наверх. Да, это тропа. Затем какие-то фотографии на территории и с правой стороны спуск. То есть логично будет вернуться на... Bu banyaları bulurdu. Banyo. Kufuğun nereye kalır? Bu vannu kurduk onu bitireceğiz. Untuk kita tahu. Tohtanı var bitir. Значит, ребят, смотрите. Ну, во-первых, заметьте петуха, о котором я говорила. Да, это символика города Денизли. Прямая дорога, увидите ее. Посмотрите на людей. Кто-то идет в купальнике, кто-то идет в плавках, кто-то в одежде. То есть это дорога, которая вас приведет к травертинам. Именно к вот этим террасам. Сколько отсюда? 200 метров. Дошли. Там есть security, который скажет wear off your shoes. Снимите обувь, он вам скажет. И вы ее снимете. Там нельзя ни в коралках, ни в чем. Бассейн Клеопатра Кидевич. Бассейн отдельный тодан кираган $10. Мында душ бар. Душ сайганаган. Ана кабинки для раздевания. Если хотите сделать набор воды, пожалуйста, проходите туда, воду. Бассейн Клеопатра. Мükemmel felaket ediliyor. Территория-то бассейн бухана होगा бит. Одан бар ораттан кираган төтөлү. Мына маны быгар киреген. Мында кирен төтөлүгү. Утам тагы. Мына жаннат төтөлү экен. Ол боллагана амфитеатр тур. Чего искусственно?
aslında kuruyor da o. O çok para. De. Dedin de kaça dedin de. Да. Şöyle gösterebiliriz. Küp yok falan gösterebileceğim. Kötü yok. Hayır su turanda. Bu manna bu kranıktan ukuttan iyice bırakın. Untuk kata o utu hübbet öçası her yıktakın. Bu metro bir kran. İçe toğtan tağıstı bit. Kleopatra baseyinde. Вот теперь bu петух тура. Символ Турции. Тандеманик тоқ кыравардыбыт. Памукаллени кыравардыбыт. Памукалле ден перевода памук ден хлопок дептір мангит. Онтан кале ден хая ден. Кая. Памукая ден болор. Хлопковая гора ден. Молоры супостатыкны. Да, келли бит. İyi boğada gelbit. Ha, mana taktığını hular bu, taktığını hular. Kaygan zemin al. Bu sıkıntı var. Her yerden yok kanalıyor. О, красота! И вот это. Oo, nallara bara turallara gidiyor. Bu kallara. Öttüleri mehdiyeleri. Ve öttüleri dönü kısıvette. Oo, onlara hediyeler diyor. Bu dönü hediyeler. O çoğu tütten çürük. Evet, bu şimdi yürek bu iskusuyla çödeller evet. Onun çöde takdirine katan kalır evet. Bu yürek biraz. Bara. O gitti bara. Televizyon kete hadi. İyi baba da.
Bu Pamukkale'den taksammet muzey kıravarını hevit. O kenyetten amfiteatrga hıcak takbit. Muzeyge kirenir hevit. Muzey en kıravat. Sıcak. Daha ciddi var ya. Lütfen iplere eserlere dokunmayalım. Bu gaz kulüptür var. Sarkofaktır durulur. Sarkofaktır durulur. Grobniца var. Bu ırgı kartı var. Hierapolis, Sirge, ırgı tamamını. Muzeyden taksamat bu tiyatr Hierapolis. Karavarın hevit. Onun soluna. Bu Hierapolis kuda orada hevit. Muzeyga karta tadar köşten durar. Bukan korat kıymet kurdu hevit. Manda kalenler hem tenevler hem yanallar bulu. Sanatoriy kurduk bilin ne takın. Buradan taksan iyi bit. Gerçi iyi bit. Bu rahatın kaçtı. Tiyatr Hierapolis. Belli bit. Tiyatr rahatı bit. Mandık kaçtıydı mandık. Bunu kadın kırdık bu Kongress kendi orukta evet. Bunlar kita mandık evet. Ha bu pambitni budur. Pamukkale tuğunan video oldum. Ordum. Kırbükütür, mıhtal. Все части абсолютно. Когда-то мы передвигались везде, где хотели. На сегодняшний день, то есть неспроста ЮНЕСКО охраняет эту территорию, то есть на сегодняшний день территория Памуккале, увы, она потихоньку заканчивает свое существование. То есть сегодня воду уже регулируют механически. По одним дням недели территорию орошают западных там и восточных склонов, по другим дням недели южных и северных. Поэтому